В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте и коротко о главном к этому часу. Что с началом весны можно, от чего по-прежнему лучше воздержаться? В Якутии отменили ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Минэкология Якутии проводит проверку по факту добычи экзотического животного. Очередные учебные тренировки пожарной эвакуации провели в Ленске. На этот раз объектом выбрали офис предприятия «Газпром Трансгаз Томск». Ограничения по режиму работы спортивных учреждений сняли в Якутии. Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. 1 марта указом главы Якутии режим повышенной готовности продлен до 15 марта 2021 года. Однако для ряда организаций будут определены послабления. Так снято ограничение по времени работы для спортивных учреждений. Ранее они работали только в утреннее время. Контролировать соблюдение санитарных правил в учреждениях должны Минспорта Якутии и администрации районов. Также по 15 марта сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Кроме того, на территории республики остается обязательным соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также Ольга Балабкина сообщила, что за минувшие сутки 40 новых случаев коронавируса выявили в Якутии. Из них в Якутске 28 заболевших, 3 случая в Мирнинском районе, 2 в Нерюнгринском, единичные случаи выявили в Алданском, Верхневилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Хангаласском и Вено-Бытатайском районах Якутии. Кроме того, завершил работу коечный фонд в некоторых медучреждениях региона. В республике на настоящий момент свернуты и прекратили действовать реанимационные койки на базе Республиканской больницы номер 1 и Республиканской больницы номер 3. Основным ударным стационаром третьего уровня, соответственно, остается также нести свою ношу, так сказать, медицинскую, продолжает Якутская республиканская клиническая больница. И к врачам и медицинским работникам которой хотелось бы обратиться и пожелать им и терпения, и выдержки, и, конечно же, работы в новых условиях. С этого месяца все лицензионные данные водосчетчиков будут вноситься в единую базу. Таким образом, ничего в управляющую компанию вносить больше не придется. Проверкой счетчиков должна заниматься аккредитованная служба. Именно они будут передавать все данные в единую информационную систему. Если раньше выдавали свидетельства, то начиная с 1 марта данный документ не является юридически значимым. Отныне коммунальные предприятия будут признавать юридическим документом запись во ВГИС «Аршин». Сейчас по новым правилам все эти сведения должны передаваться в ВГИС «Аршин», то есть электронная запись. Если раньше надо было в бумажном варианте, то сейчас каждый потребитель и управляющая компания вправе посмотреть действительность поверки, прошел ли ваш счетчик поверку, заходит на сайт ВГИС «Аршин», в поиске вводит номер своего счетчика. И потребителю сейчас не нужно обращаться в компанию и нести вот эти вот все данные, потому что управляющая компания обязана сама посмотреть, была ли проведена поверка. И не обращаться к потребителю: дайте нам какие-то бумаги, подтверждающие законность, что у вас расчеты можно проводить по вашему счетчику. Как помочь ребенку выбрать востребованное дело жизни? В Центре опережающей профессиональной подготовки проходит День профессии будущего 2021. Цель – помочь школьникам открыть как можно больше возможностей при выборе своего будущего. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате на платформе Zoom, где зарегистрировалось порядка 7 тысяч школьников, студентов, родителей, преподавателей и всех тех, кто желает освоить новую профессию. Так, по традиции участников ждала насыщенная программа и интересные площадки, а также выступления экспертов. В течение всего дня до 18:00 будут проводиться мастер-классы, вебинары, интерактивные игры и лекции. Профессия будущего – это то, что в ближайшей перспективе в нашей республике будет очень востребована и нужна для экономики нашего региона. Здесь представлены почти все отрасли. И мы сегодня будем говорить о том, как они изменятся с учетом современных технологий. Все профессии, которые сегодня будут представлены для школьников, родителей,
они сформированы у нас с учетом мнений всех федеральных экспертов, которые у нас сегодня есть. Минэкология Якутии проводит проверку по факту добычи экзотического животного. В мессенджеры WhatsApp распространилось видео, где неизвестный добыл енотовидную собаку, предположительно в Нюрбинском районе. На сегодняшний день в целях установления вида тушу животного отправили для исследования в Институт биологических проблем криолитозоны РАН. Прокуратуре города Нерюнгри исполнилось 45 лет. Приказ о создании, тогда еще в молодом городе, был подписан в День Советской армии в 1976 году. По случаю этой даты в Музее истории освоения Южной Якутии подготовили тематическую выставку. С ней ознакомилась наш корреспондент Екатерина Павлова. На выставке, посвященной истории Нерюнгринской прокуратуры, мы видим приказы, личные вещи сотрудников, форму и документы. В основном это материалы бывшего заместителя прокурора Савы Ильича Гуляева, стоявшего у истоков работы прокуратуры города Нерюнгри с 1978 года. Им сделано многое в надзоре за следствием, дознанием и УВД города Нерюнгри. Он воспитал много молодых кадров. Ему было присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства республики». В основном на выставке представлены фотоснимки, благодарственные письма, награды его, почетные грамоты. Можно видеть здесь на фотоснимках первый коллектив Нерюнгринской прокуратуры. Также мы можем видеть портфель, с которым все эти годы Сава Ильич работал и ходил на работу с этим кожаным портфелем. И, конечно же, литература, которая касается советского права. С первых дней создания городской прокуратуры совместно с другими правоохранительными органами работники прокуратуры города Нерюнгри вносят значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка. В числе приоритетных направлений деятельности – борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. Память о прокуратуре, о сотрудниках, которые работали и будут работать, все-таки останется на века. Музей это все сохраняет. А также в целях воспитания подрастающего поколения. Дети, школьники будут смотреть. Я думаю, так сказать, среди них кто-то захочет стать прокурором и отдать свою жизнь прокуратуре, в частности, города Нерюнгри, потому что район развивающийся, динамично развивающийся. Поэтому с этой целью, так сказать, и была такая реализована эта идея. Прокуратура намерена продолжать сотрудничество с музеем и пополнять выставку новыми экспонатами. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Очередные учебные тренировки пожарной эвакуации провели в Ленске. На этот раз в офисе предприятия «Газпром Трансгаз Томск». Как прошла проверка навыков, в следующем материале. Пожарно-тактические учения прошли в Ахтово-жилом городке предприятия «Газпром Трансгаз Томск», который предназначен для проживания приезжающих специалистов, работающих на магистральном газопроводе. Жилой комплекс на 150 мест совсем недавно введен в эксплуатацию, поэтому пожарная тренировка стала для сотрудников предприятия первой. Это первый раз у нас, как объект сейчас начал работать, мы провели, тем более в масштабах учений гарнизона, значит, дежурный персонал как бы немножко волнуется, но у нас разработана инструкция, она у нас утверждена, значит, они все свои действия знают, значит, с ними проводится обучение. Предварительно мы все это обговорили. Я участвовал в данной первой тренировке как опытный, значит, для того, чтобы показать своим работникам, как правильно действовать. По легенде было выбрано место предполагаемого пожара. Это номер люкс на втором этаже здания. Работники, обнаружившие пожар, запустили систему оповещения и сообщили в пожарную охрану. Около 2 минут потребовалось для эвакуации персонала. После эвакуации сотрудники предприятия до прибытия первых пожарных подразделений приступили к отработке действий по тушению пожара первичными средствами. Так, действия своих коллег инженер пожарной безопасности оценил на 4 с натягом. Ну, действия наших сотрудников, мы, конечно, готовились к этому мероприятию. Где-то на 4 можно с натягом, да, все ошибки мы учтем. Подоспевшие пожарные расчеты тщательно проверили здание и начали работу по тушению возгорания. На тушение пожара было задействовано 8 единиц техники, в том числе 31 человек личного состава. Данные учения проводятся для того, чтобы отработать все способы тушения пожаров. Также, значит, отработка привлечения сил и средств на данное тушение пожара. Также посмотреть работу добровольных пожарных дружин на данном объекте.
По словам начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Вячеслава Бушуева, все силы и средства отработали в штатном режиме. Оценка всем хорошо. Безопасность людей является основной задачей предприятия, поэтому тренировки проводятся в разное время года и не только с привлечением сотрудников МЧС, но и самостоятельно составом предприятия под руководством инженера пожарной безопасности. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.